Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители. Я с огромной радостью хочу вам сказать, что у нас сегодня очередная встреча с интереснейшим собеседником, с народным артистом Беларуси Белоцерковским Григорием Яковлевичем. Я вам обещал, что мы увидимся в скором будущем, и вот это скорое будущее наступило. Здравствуйте. Привет, Славочка. Григорий Яковлевич, в этом году у вас был юбилей. 75 лет. А на сцене сколько лет? Нет, 70. Какие 70? Ой, простите. 70. А мне почему-то казалось 75. Нет. Юбилей у меня был... Нет. Слушайте, ну значит и будет и 75. Ну, обязательно будет 75. Да. Нет, это просто мне дали зрители, звание. Григорий Яковлевич обязан 75, даже до юбилея. Ну, все мы смертные, не будем что тут говорить-то. И мы сразу приглашаем вас на юбилей на 75-летний через 5 лет. Итак, 70 лет. Ну, я надеюсь, не обижайтесь на меня за эту дату. Мне почему-то показалось, что вы уже такой старожил, вы такой гуру, вы уже столько лет в Могилеве. Ну, слава богу, 8 десятых пошел. Да. Уже. Сколько вы в театре лет? Именно в театре, в профессии? Ну, 69-го года, считай. Боже мой. Это получается 40... Ну, в общем, еще 4 или 3 года до 50. То есть у вас в трудовой книжке одна запись, актер? Нет, все, я же на заводе работал, в политехническом учился. Ну, мы после того, как вы пришли в театр. Да. То есть после этого жизнь как бы вас не... Спасибо большое. Как бы вас жизнь не крутила, мы же знаем, что были тяжелые времена в стране, в мире, откладывал отпечаток на судьбы многих людей. Многие из театра ушли, но вы себе не позволили в тяжелый момент сбежать. Вот те времена, когда в театр ходило там по 20-30 человек, и нужно было играть ради профессии. Не только ради профессии, ради этих 20, которые оставались. Мы знаем, что зарплата была просто смехотворная в тот момент. Еще меньше. Да, уже меньше, по-моему. Меньше. Вы слушайте. Вот тот момент... Сейчас кризис, понимаешь, сейчас где можно кризис, там как-то жить-то все равно красивее стали по сравнению с тем моментом. Вот смотрите, 90-е годы, когда вы даже, я помню, вы вроде человек не политичный, да, вы с политикой никаких отношений не имеете. Я на всю жизнь запомнил высказывание любимого, когда его однажды спросили, как театр должен относиться к политической ситуации и так далее. Он сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, что театр вне политики. Он не может быть внутри политики. Хотя в свое время при советской власти театр, так сказать, курировался идеологией, да, все. Но внутри считалось и считается до сих пор. Я имею в виду, среди хороших артистов, режиссеров и так далее, считается, что наша профессия, она должна быть вне политики. Тогда насколько вас нужно было, до какого отчаяния довести, чтобы вышли вы на демонстрацию с плакатами? Я помню. Если честно, я уже даже не помню причину. Я помню, что мы шли все, но мы шли к мэру, тогда мэр только шел. Причина была в долгой реконструкции того здания театра, в котором сейчас существует театр. В Политпросе тогда напротив был театр. И там что-то 12 лет, по-моему, реконструкция театра была. Да, я знаю. Мы шли, нет, не по этому поводу. Мы шли на демонстрацию, еще находясь в старом здании. Еще в старом? Да. Потому что его никак не ставили то есть не подключали его к бюджету и так далее. Ну, все вот эти дела, капитальный ремонт и так далее. Все предлагали. Когда у нас портал один, сценический портал, просел там чуть ли не на 60 сантиметров вниз. То есть перекосило. То есть в любую минуту могло все это обвалиться, и нас не ставили. Вот мы по этому поводу, по-моему, все собрались. Тогда уже Алла Павловна Борисова была директором театра. Уже Лунев ушел. Да, его уже не было. Вот мы тогда пошли. В основном молодежь вся. Вы чего-то добились? Ну, во всяком случае, постояли перед Домом Советов. Кто-то к нам вышел, там какой-то этот самый, ну, не мэр, не градоначальник. То есть вы не помните результата вашего Нет, я помню, что через буквально короткое время все-таки нас
поставили на реконструкцию и так далее. Вы помните момент, когда ваша дочь решила стать актрисой? Ну, это какой же родитель этого не помнит? И Поделитесь, как пожалуйста. в свое время, ну, мы уже поработавшие были в театре. Можно так сказать, что она выросла в театре? Конечно, конечно. Но она родилась в 1971 году. Вот. Ну, рассказывайте. Я вижу по вашим глазам. Такие есть. Вы что-то вспомнили очень Да какое? интересное, милое. 3 года мы были на гастролях. Как это? Как это город? Ну, украинский город, ну ладно. Там обычно собирались, летом туда приезжали все диссиденты из Белоруссии, которые уехали в Канаду. В это собирались. Львов, Или Ивано-Франковск. Тирасполь, нет. Но... Ну ладно. А не Тирасполь тоже, кстати. Не. Другой. Тот край. Ну ладно, не в этом дело. Вот мы там были на гастролях, и Наталья, а Женьке было 3 года всего, и Наталья ее в рюкзаке, только голова торчала, и это самое, с сумками, со всеми перла, я должен был встретить и опоздать. И опоздал. Знаешь, она перла его с вокзала, потом мне, конечно, за это я получил. Досталось. Досталось, конечно. Но это с 3 лет. Так что даже еще раньше. Когда сказала: папа, я буду актрисой. Ой, нет, это я не помню, когда это точно было, но я помню только одно, что мы с Натальей, Царство Небесное, мы отговаривали Женьку так же, как в свое время меня отговаривали. Потому что мы уже знали, что это совершенно неблагодарная, жестокая, жесткая профессия. И я, когда вот занимаюсь с молодежью, вот, меня иногда просят там подготовить к поступлению в институт, там, ну, и вообще, когда я встречаюсь с молодежью, и меня спрашивают, вот, как я всегда отговариваю. Я всегда говорю вот эту фразу: если вы чувствуете в себе потребность этим заниматься, не ради красоты, вывески и так далее, а потребность просто, физическую потребность, выходите с чем-то сокровенным делиться, идите. Но если этой потребности вы в себе не ощущаете, лучше не портите себе жизнь. Вот я всегда это говорю. И сейчас повторяю. Вот так. Ваша дочь после школы поступила. Нет, она приехала после школы сюда к нам. Что значит сюда, к вам? Ну, Где потому она училась? что она заканчивала 8 классов в Бресте. То есть вы оставили ребенка Ну, в то есть чужом там же городе? мать Наташина была. Бабушка. Конечно. Да. И сестры жены. Так, То есть приехала. там дети их, там они все были. Приехала. Вот она закончила 8 классов, приехала сюда, поступила в обувную эту фобзауч, это тогда был, ну, профессионально-техническое училище, тут недалеко, внизу там. Я не знаю, есть ли сейчас там это. Потом она его закончила, работала на фабрике обувной, там на Мирах, которая слева, если отсюда ехать. А потом, когда она поработала немножко и пришла к нам в театр «Помрежем». Я уговорил Аллу Павловну, мы взяли «Помрежем», она 1 год пыталась поступать на заочное, 2 год поступать на заочное. Вот, и, наконец, поступила. Вот она, Галя Лобанок. Вот это целая да. плеяда, да, Могилевская. Там много их, да. да. Это тогда уже Витя Куржалов был Директором. Да, вот. И потом он их оттуда принял. Очень внимательно, спасибо ему за это, относился к ним. Малую сцену в этом самом, в политпросе, мы уже там переехали туда работать. Да. Это делала вот эта наша молодежь, выпускники. То есть оборудовали это все дело вместе с Витей. Да, я уже пришел, когда она уже была сделана. Да, вот. И Очень хороший курс получился, кстати. да, хороший, Очень талантливый. Хороший, да. Хороший. Вот и открылась Женька, только уже работая в театре. Вот, наверное, единственный пример высших учебных заведений, когда заочное обучение намного сильнее, чем стационарное, потому что, будучи заочником, актер продолжает находиться в театре, играет роли и учится у более мастеровитых актеров, режиссеров, чего, скажем так, по штампу идут в высших учебных заведениях, и, может, они тех навыков не набираются. Это лично мое мнение,
Допустим, я считаю, что лучшей практики, чем театр, нету. И ни одно высшее учебное заведение, то есть я хочу сказать, что лучшая школа – это практика. То есть это театр, театр и театр. Раньше вообще существовало такое расхожее понятие, как вот ты в институте отучился 4 года или 5 лет. Сейчас пришел сюда, все забудь, чему тебя там учили, и начинай учиться по-новому. Существовал такой вариант. Но я с тобой не соглашусь по поводу заочного обучения. Может быть, когда только ввели в нашем БКТХИ, тогда еще академия она не была, Белорусский государственный театрально-художественный, ввели заочное отделение актерское. Вот. Там еще работали педагоги тех времен, старые педагоги, которые могли чему-то научить даже на заочном. Дело в том, что на заочном отделении обучение происходит 2 раза в год по месяцу. То есть получить школу... А я про это и говорю, что школу получают в театре. Нет, это совсем другое. Школу, то есть азы актерского мастерства, должно давать учебное заведение. То есть эта методология существует специально, это педагоги существовали когда-то, понимаешь, по жизни, опытные очень, которые могли дать школу, то есть воспитать в студенте все качества актерские, все качества профессии, понимаешь? А потом они постепенно ушли, естественно, а им на замену фактически никто не пришел. И стали брать кого попало. И даже дневное отделение, выпускники дневного отделения, а еще когда ввели платное обучение, это вообще все, извини меня, ушло совсем. Обидно так говорить о своей альма-матер, но сейчас учить некому. Ну что обидно, я вообще за то, что говорить то, что думаем. Вот, я считаю, что они там не учат. Или то, что считаем. Они просто натягивают на определенную зубрежку каких-то вещей, а не на воспитание в каждом индивидуально вот этих качеств. Григорий Алексеевич, значит, поэтому вытекает отсюда у меня такой вопрос. В вашей практике были случаи, когда актеры получали диплом о высшем образовании, приходили в театр и были не востребованы? Да, еще хуже, по профнепригодности были вынуждены уйти. Такие случаи бывают? Вот, допустим, ты понимаешь, какая вещь? Ну, сначала да или нет. Я уже понимаю, вы хотите уже кого-то оправдать, каких-то ситуаций. Нет, ничего не оправдываю. Это же жизнь. Единственное, что я в оправдании хочу сказать, что это опять тут господин случай, когда ты можешь пойти в театре, будь ты 7 пядей, можешь не пойти. То есть можешь быть востребованным, можешь не быть. Это не зависит от твоих способностей. Да, прямо. Я тебе говорю. А раньше это было особенно, когда существовала костяк труппы, допустим. Дай бог, чтобы в театре этот костяк к себе в когорту допускал кого-то. Знаешь? В основном... Это уже, если мы говорим о высшем образовании, а что говорите о людях, которые приходят в театр без образования, говорят, я хочу, возьмите меня, попробуйте, послушайте. Такие случаи вот в то время конечно, бывали? И это, вы оправдываете, что это бывают такие люди, которые тоже пошли не по своей стезе, потом бросают какое-то высшее учебное заведение, просто приходят в театр, возьмите, я потом дальше буду учиться, я хочу и все. Да, почему не бывали? Бывали. У меня жена была бухгалтером. Правда, по молодости. Да. Но поскольку у нее отец сам, она в театре тоже так, с малолетства. Отец актер и так далее. Она с малолетства была в театре и потихонечку стала подыгрывать. С малолетства одно, а я говорю, что пришел вот просто в театр. И у нее не было образования. Она так и померла без образования. Но она считалась хорошей очень актрисой. Понимаешь? Это называется по опыту работы. Это называется Богом данное. Богоданное. Почему тогда некоторые актеры очень скептически относятся к людям с улицы, как называется, да, и не очень, вот как вы говорите, принимают людей с улицы, талантливых, в будущем уже, которые становятся актерами и играют главные роли? Потому что школа, она понятие школы.
ну, то есть азы, вот эти все, когда они преподаются правильно, они организовывают вот эти внутренние возможности каждого индивидуально человека, желающего себя посвятить этому делу, организуют в систему в определенную, что позволяет ему, его психофизике, ну, то есть его возможностям этим, выплескиваться в Я зал. понимаю. То есть не падать вот тут у тебя. Они являются еще ли это завистью к дару человеческому, который приходит в театр? Зависть актерская. Ну, опять, понимаешь, без этого театра не будет. Без зависти, без интриги, без ничего. Вот эта среда, она, это питает эту среду, понимаешь? Тут не может быть однозначно. Как... Это утопия, понимаешь? Что все хорошо. Это утопия. Никаких интриг, ничего такого не бывает. Скучно. Не потому что скучно. Ну, да, я что, утрирую. Да, а потому что люди, они разные. Есть эгоисты, есть циники, есть кто угодно, понимаешь? Нету абсолютно честных в этом плане людей. Почему я в конце той программы сказал, что я грешен. Я и перед профессией грешен. Вы у нас порядочный, честный человек, бывало, вы никогда не скажете, что вы хороший актер, не скажете. Всякое бывало. Но я говорю, что тут нельзя подходить с одной меркой ко всем. Нельзя, особенно в искусстве. Да понятно, это бесспорно. А поэтому давать какие-то рецепты или еще чего-то, понимаешь, это невозможно. Потому что у каждого это происходит индивидуально. Ему только присущие дорожки, ему присущие дорожки только. Знаешь, что угодно, это случай может быть, это не случай, это вдруг. Я понял, надеюсь, зрители наши тоже поняли, вот я к чему подводил. Ваше отношение именно к дочери, когда вы смотрите ее работы, даже не будучи в одном спектакле вы работаете, а вот со стороны, по-другому относитесь, насколько по-другому, и насколько вы себя сдерживаете, когда вы хотите что-то ей сказать. Как вы думаете, нужно ей когда-то говорить? Я честно говорю. Честно. Всегда. И она мне всегда честно говорит. Для меня дочь – это самый лучший и самый правдивый критик. Значит, и вы для нее. Да, конечно. Первый, кому она приходит, первый, кому я прихожу, это всегда дочки, а она ко мне приходит спрашивать, как. И если мне что-то не удовлетворяет, я всегда ей говорю. То есть она может сказать: папа, приди, посмотри прогон или репетицию, или вот даже когда уже, может, год или два идет спектакль, она говорит: я не очень уверена, что-то мне что-то не нравится, или по партнеру, приди, посмотри. Конечно. Вот хорошо, когда есть такой помощник, критик или, я даже не знаю, как правильно сказать. Тут обоюдно, потому что я верю ее вкусу, я верю ее честности. Как часто вас дочь радовала своими ролями? Все время. Да. Ну вот. Все время. Слава. Провальных ролей не было? Нет, я просто горжусь дочкой и очень рад, что она в свое время нас не послушала. И все-таки пошла в эту профессию. Хорошо. Я тоже рад. Я тоже лично знаком с Женей Белоцерковской. Хорошая актриса. Кто не знает, приходите на спектакли. Добро пожаловать и любуйтесь, радуйтесь. На вашей памяти самый долгий спектакль по времени, не по времени на сцене, а по годам, который идет, и самые короткие. Есть провальные спектакли? И от чего это зависит? Зависит прежде всего от посещаемости, то есть от финансовой отдачи, которую дает этот спектакль, уже показываясь на зрителя, то есть ходит на него зритель или нет, будем так говорить. Вот, это всегда было критерием и так далее. На первом месте всегда стояла эта сторона. Вот. А спектакль, который... Ты понимаешь, тут странная штука. Все зависит от того города, где находится театр. От зрителя. Я так говорю. От зрителя. От воспитанности в этом плане зрительской.
что, допустим, в Могилеве нужно зрителю, на то он и ходит, понимаешь? Ну, в основной части зрительской. Ну а от кого зависит воспитание зрителя? Это же зритель Это воспитывается от на конечно, театре. конечно. Именно театр является Правильно. учителем. И каждый режиссер, который приходит становиться главным, он всегда об этом думает. И директор думает об этом прежде всего, потому что от этого зависит касса. Понимаешь? Я лично считаю, что придя на эту должность, режиссер не имеет права все ломать в одночасье. Вот мы с завтрашнего дня начинаем ставить только такие пьесы. Это может продолжаться год, и потом все ясно видят, что на такой репертуар зритель ходить не хочет. То есть мы пойдем другим путем, в театре кардинально ломать ни в коем случае. Нельзя. Это очень... Есть же кассовые спектакли, которые идут 10 Есть лет даже. спектакли, которые ставятся специально на кассу. Специально на кассу? Специально, заведомо. А специально рассчитывая. другие какие ставятся? А ставятся еще и хорошие Фестивальные. Да. Хорошие в смысле актерском, режиссерском. Профессии. Потому что качество художественности. Потому что зритель иногда может не понять хороших спектаклей. Нет, он не то, что не поймет, просто ему эта эстетика ему не нравится. И стоит ли грузить зрителя вот такими сложными постановками, которые зритель приходит после работы, уставший, он хочет или посмеяться, или всплакнуть, и ему так настолько на сегодняшний день все надоело, эти проблемы экономические на работе, проблемы дома, проблемы и так далее. Он хочет куда-то сбежать, уединиться, приходит в театр, а там ему начинают ломать мозг и говорит, вот ты думай, вот что мы здесь тебе хотим сказать. А он не хочет думать, он хочет просто посмотреть на нормальную жизнь, может быть, других людей, которые играют актеры. И вот это его отдушина, его начинает, и тут его ломают мозг, и он встает и уходит. Немножко о разном с тобой говорим. Я говорю о том, что эстетика модерна, понимаешь, она проходит в Москве. Она может пройти в Минске. То есть в столицах, в больших городах, где много проезжих, где много туристов, где много все. А основной зритель, который он так или иначе, он не успевает за темпом развития или темпом эксперимента, допустим, в том же искусстве. Одно дело успевает, а другое не хочет. Неважно. Не поддается вот этой дрессировке. Тут неважно, все равно. Это очень длительный и долгий процесс воспитания своего зрителя театрального в городе, то есть увеличение по количеству. То есть это здесь вот фраза, которая некоторые режиссеры говорят, не стоит идти на поводу у зрителя. Нет. Она работает? Или она оправдательна? Это опять же немножко в другой плоскости фраза. Это не совсем к этому относится. Нельзя все время идти на поводу. Вот если добавляется вот это все дозировано. Перевоспитывать, переучивать зрителя, переориентировать его надо. Иногда это укладывается не в одно десятилетие, понимаешь? Это нельзя взять и сказать, вот с завтрашнего дня вы все должны эту эстетику принимать. Или этот способ существования на сцене. Понимаешь? Такого не бывает. Значит, это долгий процесс. А тянется он, этот процесс, очень давно. Знаешь, если раньше на сцене было модно герой, так сказать, производственник, герой на сцене – это парень от станка. Потом это ушло. Всякое было. Был период шептунов в театре, всякие направления. Сейчас модерн, вот этот взгляд немножко такой странный, не так, как мы обычно на улице. Вообще театр и жизнь реальная – это разные вещи. Да. Тема одна и та же, вроде, что там, что здесь. Но в том, как она подается и через какие средства выразительные, зритель выбирает для себя то, что ему понятно. Вот про что сейчас мы говорим, понимаешь? То есть воспитывать эстетику у зрителя, другую немножко. То есть способ восприятия.
не ординарный вот такой, как вижу, так и должно быть. Нет. А через определенную призму художественной там, эстетики, там, я не знаю, взгляд художественный и так далее. Как художник, он смотрит на этот дом, но один художник видит это и рисует, а другой художник что-то другое в этом доме видит. Как режиссер, который читает пьесу. И так как актеры, которые этому режиссеру доверяя, идут и делают так, как он это задумал, понимаешь? Другое дело, зритель это скушает или не скушает. Вот об этом надо говорить. А о том, что театр должен развиваться, что появляются выразительные средства, другие, способ мышления меняется. Ну, сейчас интернет, понимаешь, это все... Мы же клипово мыслим сейчас, молодежь особенно. Она же не мыслит по логике от и до, понимаешь? Ну да, клипом. Скорость переваривания информации сократилась. Конечно. И скорость жизни сократилась. И играть так, как играли в 50-х годах, сейчас нельзя. Вернее, скорость жизни как раз увеличилась. И да. Восприятие информации сократилось. Надо нельзя. Представляешь, сейчас быстро. вдруг выйдет на авансцену актер и будет монолог Гамлета «Быть или не быть». Быть или не быть. Его свистят сразу, понимаешь? Сейчас вперед немножко надо. Нельзя... Ну, я, опять же, эстетика другая. Так вот, говорить надо о том, чтобы зрителя постепенно привлекать в театр. В одночасье этого не будет, не было и никогда не было. Не потеряем зрителя. Теряем иногда, начинаем на попятную идти, а это время уходит. Значит, параллельно надо ставить и другие спектакли, которые... То есть репертуар должен, поскольку еще существует репертуарный театр, вот как, допустим, государственные все театры, они репертуарные. То есть и это, и это, и это, и это, и то, и третье, и десятое. Но для того, чтобы актер не застаивался, он же тоже требует и практики разной, и учебы, и он должен видеть, что происходит в мире и так далее. Он тоже должен воспитываться как-то, понимаешь? Неважно, сколько ему лет, все равно. Вот для этого существуют пьесы, материал, даже та же классика. Ее можно по-другому, просто восприятие другое, художественный взгляд другой совершенно на этот материал, который зритель знает как, на дне это ночлежка. Понимаешь? А он, Игорь, в кукольном взял и сделал бомбу. Понимаешь, из этой ночлежки. Это же не только уже... Ну или как «Женитьбу» сделал Саурус. «Женитьбу», да. Зритель приходит на роликах и так далее. Какая «Женитьба»? С чем? Вот. Понимаешь? Но это же нельзя ж это делать... Как это? Ну, поэтому это и театр. Для всего. Поэтому это и театр, что каждый видит по-своему, и на твой суд... Вот пока не воспитан основной зритель, пока мы не можем 30 дней в месяц или 24 дня в месяц заполнять зал зрителям, который кушает все, что мы ему предлагаем, до тех пор нужно, чтобы в репертуаре были всякие. Я имею в виду, художественная планка должна быть высокой, но способ подачи должен быть разным. Но это тоже тонкий лед, это по тонкому льду здесь. А как? А для чего тогда главный режиссер? Для чего тогда художественный руководитель? Они же должны за этим следить. Григорий Яковлевич, все-таки вернусь немножко назад. Вы не ответили. Помните ли вы самый долгоиграющий спектакль? Это был детский, взрослый? Детский был. Все-таки детские спекакли живут дольше. Конечно. У нас дипломник ставил... Сколько поколений поменялось на каком-то спектакле, например? По-моему, в 89-м году. Я не помню точно. Какой? Но, по-моему, можно я угадаю? «Волшебник изумрудного города». Конечно. Вот, его списали только в прошлом году. Списали все-таки. Мне казалось, этот спектакль просто не умирающий. Ну да. Состав там такой был просто звездный. И кто только уже Страшилу не играл, там все переиграли, все роли. И порой, особенно на гастролях, когда смотришь этот спектакль, его знаешь наизусть, и идешь смотреть, какой Степ сегодня
оригинально потому что- придумают, и кто кого как разыграть. Это Актёры просто уже была начали. импровизация на таком уровне. Зритель этого не понимал. Этот спектакль уже шел больше для самих актеров. 20 лет он шел. 25. 25. 25. Дальше. Был юбилей, 25 лет, и он еще после 25, еще, по-моему, 2 или 3 года шел. Ну вот, там все. Я А так... самые короткие спектакли? Сколько? Ой, иногда и года не выдерживают. Ух ты. Да. ну, А в чем играли это иногда. провал? Списывался спектакль или как это, откладывался в Не, ну, под сукно. его Иногда его же принимает худсовет. Ну и что? Принимает же худсовет, а не зритель. Ну, вот 4 спектакля. То есть самый лучший худсовет – это зритель? Ну как, зритель все равно свои коррективы вносит. Худсовет принимает по художественным каким-то делам, качествам, понимаешь? И мы можем прогнозы какие-то делать вот, по поводу эксплуатации, а знать точно, ну как мы можем. Сегодня так, завтра так. Вот были спектакли, которые были отыграны 4-5 раз, и все, и они на этом заканчивались. Были. Есть спектакли, которые жалко, что списали? Да. Жалко, что списали он и она, жалко, что списали это он и я. Или как Она и я. Она и я. Жалко, что списали белорусский спектакль. Память никуда стала. Там 4 действующих лица. Селянин, селянка, черт и жид. Ну, был у нас вот спектакль. Ой, я что-то не помню его. Да, ну как вот недавно, тоже Витькин спектакль. Ага. Фу ты, Господи. Ну ладно. Потом, может, пока разговариваем, вспомню, я скажу так. Вот, жалко его, этот спектакль. Во-первых, он на белорусском языке, во-вторых, он приличный был спектакль. Вот такой грустный тема сейчас хочу затронуть. Ну, без нее нельзя никак. На вашей памяти много актеров ушли, скажем так, на сцене. Ну, я не имею в виду в прямом смысле слова ушли из жизни, я имею в виду, а именно будучи работая в театре до последнего. Ну вот тесть мой, Максим Павлович Абрамов, он ушел прямо на спектакль, таблетка под язык. То есть у него тромб оторвался, он еще доиграл спектакль, и до утра он уже не дожил. Его прямо со спектакля собрали, скорую, и мы там ночь просидели, и к утру он ушел. Вот это такой яркий пример, то есть прямо на сцене. А так все, кого я знал, все уходили, не увольняясь из театра. Ну вот единственное, что вот в Бресте Логинов, он перед смертью последние несколько лет он не работал, потому что у него речь не восстановилась после инсульта. Он не мог просто работать. А так все умирали работая. Ну, в смысле, находясь на службе. Все старики. Брестские старики, я там так сложилась жизнь, что мне пришлось перехоронить всех. Ну, вот, будучи вы тогда были молодым, а когда, Ну, да. когда ровесники уходят, партнеры, которые уже по 20 лет на сцене, вот ваша... Ну, вот Слава Галкин ушел, видишь. Ну, он тоже после инсульта. Ну, за год двое актеров ушли из Могилевского театра. Костя с Зоей. Она уже, будучи под диагнозом, то есть уже поставлен был ей диагноз, она еще играла. Да, я знаю. А Костя тут вообще для нас это шок. Это было, ну, то есть, будучи... Скорая даже не успела приехать ночью к нему. Сердце, на которое он не жаловался. И как раз про которого и не думали. Я Вот думаю, стало плохо, все, вызвали я думаю, скорую. это все на почве все-таки жены. Зои, да, конечно, конечно. Настолько сопереживал. Да, это, конечно, трагедия для театра была. 2 актера в один год уходят. Ну да. Ваше внутреннее ощущение, Григорий Ильич, когда уходят ровесники? Ну, как тебе сказать? Ну, если я сказать, что я на себя это не примериваю, это будет неправда, понимаешь? Потому что все равно сразу ставишь себя в этот же ряд. Тебя ждет то же самое, рано или поздно.
Единственное, что, чем тешишь себя, что там знают когда. То есть там все прописано. Ну, вы себе представляли в сам момент, это на сцене, все-таки на работе, или это, Нет, не дай это бог... по жизни, когда мне бывает плохо, ну, я имею в виду. Вы себя видите как? Вот Да. как бы хотели? Вот вы же, Господи, дай мне вот так вот, я хочу... Нет, я не загадывал, как это должно быть, по-моему. Я просто сам факт этот муссируется в голове, конечно, что рано или поздно ты уйдешь. Ну, будут сожалеть, там, все это, но ты уйдешь. А как это будет происходить, я даже не допускаю, я не хочу даже это. Мне это не Ну, интересно. так, себе не льстили на сцене во время Нет, 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 спектакля, нет, чтобы нет. зритель так запомнил уже конкретно ярко. Мне не очень вообще нравится это, понимаешь, вот этот. Не очень мне нравится. Мне нравится, когда хлопают, когда выносят аплодисменты. Вот это мне нравится. Провожают аплодисментами в последний путь. А вот лежание на сцене. Ну, скажем, даже жена ваша уходила, будучи, ну, актриса заболела тоже. она и дома. Дома. Ну, понятно, дома, потому что уже не могла играть. Мы говорим, но мы, нет, и мы не, как раз я говорю не про пенсию. Вот ушел, а там же, когда там ушел мир иной, это одно. Она же все равно, будучи, играла до последнего. И вот Ну, да, пока могла, она играла, конечно. Она даже носила Женьку и на 7-м месяце Зайца играла в сказке. ну, это мы таким знаем, пузом. до последнего там у нас пытаются это обманывать, платья, костюмы перешивают, потом опять комбинезон, сужают да, обратно, да. Да. Так что тут, ну, это сплошь и рядом в театре. А как не досиживают декретный отпуск, то есть 3 года после родов. Ну, у меня жена через месяц вышла Вот играть. он у нас, и не только актеры, даже эти выходят раньше, потому что, ну, жизнь такая настала. Есть несыгранные роли? Ну, Ну, чего бы еще хотелось так вот? да, нет, есть, конечно. Ну, по молодости, если ну, и сейчас. По молодости оно уже прошло, оно уже не играет. Нет, ну как? У меня была мечта сыграть Дон Кихота, я его сыграл. Ну, да. У меня была мечта с института Крэпа сыграть, я его сыграл. Моноспектакль. Есть спектакль, который... Крион в Антигоне, Ануя. Да, я его сыграл. Понимаешь? Есть сейчас еще, но одна не сыгранная. Я когда-то мечтал Квазимоду в соборе Парижской Богоматери играть. Квазимоду и вот этого, который был духовника, который влюблен был в Эсмеральду. Ну, у которых конфликт с этим самым. Вот, 2 роли. Есть, я вот уже разговаривал как-то год назад, наверное, с Саулюсом. Я ему предлагал идею, вариант короля Лира в 2 лицах. Ну, то есть 2 актера. Шут и король Лир. Весь спектакль играет. Вот то, что делает Миронов в Гамлете. Он 3 роли играет сразу. Ну, почти то же самое. Вот такую идею я подкинул. Ну, была. Но я понимаю, что это силу надо иметь. То есть это уже поздно. Надо иметь физические силы, чтобы это вытянуть. Все-таки не просто короля Лира одного играть, а спектакль целый. Король Лир и Шут. Вот их. Через это, ну, в общем, не важно. Это силы нужны. Я понимаю, что я уже не потяну. Физически не потяну. Насколько я знаю, внук не продолжил династию. Нет, и не хочет. Но я приветствую его это решение. Дело в том, что молодежь в основе сейчас своей, она более прагматична, чем мы. При всем своем романтизме, при всей своей тяге к чему-то такому волшебному, им же надо все и сразу, понимаешь, это ж только в сказке может быть. Потребительски, что ли, смотрят на жизнь сегодняшнюю. То есть им не только, для них важно не только то, что я отдаю, но то, что, чтобы я еще и получал за это соответственно, понимаешь? Не в смысле только денег, а отдача. Чтобы не я один отдавал, а сейчас у нас немножко крен есть такой. Были
в вашей жизни случай, когда вы говорили человеку прямо в лицо правду, хоть и горькую, допустим, вот ты непорядочный человек, или ты не прав, и ты должен извиниться перед тем-то, тем-то и тем-то. Являлись ли, да, то есть... Было. Я ему сказал, что я однажды остановил репетицию, ну, актер себя повел некорректно. Я остановил репетицию и сказал этому актеру, что он поступает непрофессионально. После чего этот... Ну, это очень серьезно, да, такой конечно, для любого актера это... Конечно. И после этого услышать, что непрофессионально полгода это... не разговаривал, и потом признался, почему. Он сказал, ты обвинил меня в непрофессионализме, а я профессиональный актер. Это самое худшее. Я говорю, так как ты себя вел, ты вел себя непрофессионально. Актер не имеет права себя так вести. Вот, ну, был такой случай. А может ли быть непрофессиональный зритель? Можно ли упрекнуть, остановить спектакль и сказать зрителю, что... Да, когда откровенно, понимаешь, когда это очень часто было, и мы останавливали спектакль, обращались к залу, и, когда, понимаешь, какая-нибудь двое-трое, неважно какого пола, но поддатые или еще чего, вразрез со спектаклем устраивают свои представления. Тогда мы просто останавливали. Это часто было. Это должен делать помреж или нет, актер может взять на себя? Актер может и взять. Это же идет действие. Кто может сегодня... Вот нет, идет действие? Это останавливался совершенно. Спектакль останавливался. То есть выходил, это был стоп. И обращался к залу. Вам нравится вот такое поведение этих ваших односельчан там или ваших знакомых? Это? Нет, не нравится. Говорю, так вы видите, они же вам мешают. Вы видите их и все. Выводили. В очередной раз с прискорбием сообщаю, что мы вынуждены закончить сегодня. И опять я на многие вопросы не успел задать, и на многие вопросы не услышал ответ. Мы берем слово, обещание у Григория Яковлевича, что мы встретимся еще раз. Да, Григорий Яковлевич? Да. Да. Спасибо. Сегодня Спасибо. всего хорошего.